немножко глина, то состав поменялся уже смеси, и дальше потребует перекалибровки, либо просто исказит результаты той же влажности. Опять-таки, если это открытый склад, проходит дожди его моют, происходит, естественно, сепарирование его свойств этого склада. Если в складе есть лед, то датчик не видит это. То есть я к тому хочу сказать, что имеется целый комплекс мер. То есть одна тепловая подготовка заполнителей, она, конечно, что-то даст. В результате этой тепловой подготовки уменьшается влажность материала, потому что она выдувается горячим воздухом. Но возможно, ожидания вот от такой вот единичной меры, они будут неоправданны у заказчика по сравнению с вложенными средствами. Поэтому вообще к проблеме хранения и подготовки заполнителей нужно подходить комплексно. Но это мы точно представляем, практически все здесь сидящие, что нужно подходить комплексно. Еще вопросы? Пожалуйста. Спасибо большое за доклад. На таком месте ДСК инженер лаборатории. Просто чтобы тут не вводить людей немного в заблуждение, значит, на данный момент заполнители мы не греем. Так как у нас нету бункерного склада заполнителей, мы не можем осуществить, чтобы не было людей. Поэтому, чтобы эти газы, чтобы людям не было плохо, нельзя там так работать. На данный момент, вот, спасибо за турбоматики, потому что мы греем ими воду, и уже на горячей воде, получается, мы делаем бетонные смеси. Уже как-то решаем эту проблему. Здесь нужно идти, конечно, к сожалению, у нас на третьем этапе сейчас стоит реконструкция склада инертных материалов. Но с этого, скорее всего, нужно начинать, чтобы не было проблем, чтобы зимой не было глыб, потому что все-таки автоматика это все чувствительное, бункера, датчики все чувствительное, и просто стучать по ним нельзя. Поэтому хотелось бы, чтобы на это обратили внимание. Спасибо большое. Да, спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, есть объявление от организаторов. Первое. Заполнить анкеты и сдать затем администрации.